так я тут працую. А утямить не могу, что тут люди робят. Ковалю кузнику є знак ёсть. Наставник дзяцей вучыць, то знак ёсть. А тут люди нешта робяць, работы гэтай не відаць. Я не ведаю, поверыце вы тое, што тут убачыце. Але гэта гісторыя адбылася на самой справе. Это, брат, стол. Калі б мне некалі такі пляц зямлі, я б гаспадаром быў. Новый поп, так новое маленне. У таго дырэктара быў столик. Я такі. Два крэслы і ўсё. А у гэтага, гэтакі стол. І мартаплясаў усялякіх панастаўлена. Таксама ж грошай каштуюць. Хіба яму шкада казённых грошай? Не са сваёй кішэні плацяць. І глянь, канапа скураная, мягкая. Мягкая? Я вже лежачи працаваць думаю. Мягкая. А гэта мусіць делікатнага заводу. Боится, каб на цвёрдым мазалёў не панаседжваць. І вось скажы ты, нейкія каменні, косці перебіраюць, пясок перасыпаюць. Ну, дык гэта яны зямлю вывучаюць? Як гэта зямлю? А так? Як паглядзець на гэтыя косткі, дык адразу скажуць, колькі гэтай зямлі год і як яна выглядала, калі маладою была. Думаешь, что я баба? Так уже поверу всякому глупцу. Доброй раницы! Доброй раницы, Вера Михайловна! Вось она не птушка, заўсёды першая. Александра Петровича яшчэ няма? Ну, ваша... Ой, яшчэ нема! У нас же их два, черновус и директор. Не черновус, зрозумела. Мне что вы без него жить не можете. Не, я жить могу, а працаваць не могу. Так вы при науку проходите? Так. Навошта вам, гэтакай молодой особе, гэтыя старые кости спотребились? Да кости старые, душа молодая. Кто в бобах, кто по гороху. Я про тыя кости, что у шапах. А я про черновус. Не, тетя Катя, мы костями не занимаемся. Это горлохватский, а у нас вапна, глина, фосфорит и песок. Александр Петрович головный, я ему допомагаю. А вот ты в институте, что на Широкой? Доброй раницы, товарищи! Доброй раницы! Доброй раницы! Доброй раницы. Товарищ Иванович, ты что, нагрузку не дадишь? Ну, а я ж... Про меня, я думаю, ты не забудешь. Я хотела сказать ей, что в этом институте, что на Широкой, так собак полно. Так. Там зимой усялякие штуки вырабляют, практику здымают. Ну? Так попрокручивали у собак дірки у боку и уливают ее яду туды. Ну так гэта хто да якой навукі здатны? Адны вывучаюць зямлю, другие жывёл. Навошта ж дірки Ха! крутить? Як навошта? Ну, трэба хоць адным вокам зазірнуць, што ў іх там усярэдзіне робіцца. Хіба им не хапает их дірок, что собаку Бог дал? Ну вось табе бачыш хапае, а ім мусіць і не. Так. Я бачу, Александра Петровича ще нема. Вашего еще нема. Чому майго? Ну, вы с черновусом никаких справ не маете. А папярки вам подписывая Горлохватский. Ой, тетя Катя.
Ой, тетя Катя, я ж не ведала, что вы такая злая. Яка тут злость, товариш Зьолкіна. Ви секретар, а я директор. Як же ён може без вас обістися, альбо ви без його? Ладно, ладно. А. Я хідна женщина. Я вам это еще припомню. Хто сало украв, того в ушах пищить. Я и не думала ее шпильки подпускать никакие. Ай, пойду, я, у меня двор там немецений. Никуда не денется твой двор. Ну як директор прийде на гонку дасть? У директора другим голова занята. Ой, і чим же це? А я вчора вечорком на машині за город мчав. Аж там курив. З ким? З Зіночкою. З нашою. З нашою Зіночкою? Ну, Слухай, а гэта... Ну, у яго ж своя жонка гладкая. гладкая мусить приелася. До шурпатой потягнула. А что Зёлкин? Зёлкин что? А Зёлкин ходит только на своих мягких лапах. Да вы Товарищ Иванович, я... Говори худший, чим справа. А, так справа в тім, що треба в почесній часті лекцію прочитати. А чим? Ну, просим рассказать о длину нашей планеты. Так это ты мне доручаешь? Хотел тебе. Я боюсь, что бойцы больше будут глядеть на себя, чем слухать. Это ты научился комплименты говорить. Это хіба комплімент. Саме сапраўдне. Секретару партійної організації гэта як быццам і не да твару. Даю слово, надалей говорить с тобой только директивами. Дякую. Ви пробачте, мне там двор по... Дякую. Треба ж працювати, а мене... Да кого мы пошлем лекцию прочитать? Я думаю, Харлахвацкага няхай бярэ сваіх мамантаў да ідзі. Договорюсь. Просится, каже вельми занят. А я б гэтага не сказала. А может старого? Чорнавус? Ага. Не. Да, и он не вельми любит с промовами выступать. З прамовамі не. А вось пра зямлю расказаць, гэта ён захвотуе. Да ты передай ему, что я просил, как он съездил в часть. Уже не отмолится. А в часе я поведомлю. А чого? І он там працює, а сюди розпоряджатися ходить. А? Так тому што ён секретар партійної організації. Ён ходить сюди. Доброй раницы, моє прихожуни. Добрий ранок, Олександр Петрович. Ось такі бадзюри виграв. Так. Вам удалося узламати яшчэ один куфер старої бабулі зямлі. Для гэтага трэба будзе сёння выпрасіць у Гарлахвацкага некалькі тысячаў рублёў. А ви що думаєте, що ён нам не дасть? Трэба, каб даў. Іначе мы не закончым доследаў у раёне Рудні. Ось, Мы з Москвы что-нибудь атрымалі? з Москвы. Катерина Ивановна, з Москвы нічога яшчэ пошты не было? Не було. Не было, ой. Ну, где Москва, где мы? Ось, дякую вам, дякую вам, дякую вам. Дякую вам, клопотливая вы наша. Дякую вам. Ой, брудные. Нічого, працовіт, дякую. Дякую вам. Вера Михайловна, А? Зьолкіна сьогодні ще не бачили. Ні, сьогодні я його не бачила. Цікаво, як він себе відчуває. Мабуть, злий на мене. Я думаю, ви вчора йому таку лазню дали. Ну, выступать с таким науковым докладом, это ж безобразие. Одни трескучие фразы, а ничего конкретного. Навіть не використав той матеріал, який був дадений йому повністю відпрацьований. Може, я занадто резко виступив? Треба буде поговорити з ним. Олександр Петрович, Що? ви вельми добре виступили. І няма чого. Ви об чим ви з ним будете говорити? Ну, розтлумачить йому у більш спокійній обстановці. не пошел и шайтанулся? Вот сами подошел, а то ж его кульчине. Доброї раніці! Добре. Так, я был в Воронеже, а я... Чому у вас такий схвильований вигляд? Меня раз так напужали, а памятаться не могу. І хто ж вас так напужав? Я уже не ведаю, что говорить. Ну, коли ви нам не довіряєте, ви нам не нічого не Ой, говорите. Ну, Добре? ты справа, что не доверяю. А у чим? Ну, скажешь им, наживешь, не приедешь. О!
Ну вось вам і гэтак страшна, і так страшна. Вам заўсёды страшна. Отпустите нас, добра? Чекай, товарищ. Я ж не ведаю, что мне робить. А может, таки пораиться с вами? Ну, вы сами выращайте, Никита Симонович. Уже Ты все. на здоровье. Что? Иду вот я по улице. И раптом обгоняя меня некий человек. Обгоняя и... І што? Што? Не ведаю, что говорить. Ну не говорите. А мы поняли. Чекай, товарищ, это еще не все. Когда я выходил в институт, так он оглянулся на меня. І што з таго? Я говорю, что послухать? Раз оглянувся. Другий раз оглянувся. І третій раз оглянувся. А після спинився і питається. Скажіть, а ваше прізвище не Подгаєцький? Я весь аж заколотився. Ні, кажу, я не Подгаєцький, ну, говорю, ви ж ведаєте. Так. А він каже, вибачайте, вельми подобно. Я неколи у Воронежі зустрікав гэтага типа. І пайшов. І пайшов, і ви виходите. Чекайте, товариш, це ще не все. Я ще не все. Ну, что, Никита Симонович? Я виходив в інститут. Так він я ще раз оглянувся на мене. А коли я ще раз оглянуся, ну що ж тут страшного? Ні, бо це таки страшно. У Воронежі справді неколи був Подгаєцький. Ну, что? Дянікінський полковник. І що? Я ж в той час так само був у Воронежі. Полковником? Что вы? Наставником гимназии. Ну, мы же это ведаем, Никита Симонович. Знаешь, вы не видите, что этот полковник был подобный на меня, где кропли воды? І що? Этот человек, можно сказать, что в институте працует Дянікінський полковник. О, Документов мне свого часу не осталось. Чем я оправдаюсь? ну, Никита Симонович, все это пустые страхи. Все. Вы думаете, пустые? Конечно, И пустые. можно не бояться? Можно не бояться. Никита Симонович, ідіть, працюйте і нічого не бойтеся. А ми нікому не скажемо, що ви Денікінський полковник. Что? Звонятели? Да хіба это можно жартовать? Ай, боязливец вы, боязливец. Ой, пойдем, Вера Михайловна, пойдем, моя прихожанка. Катериночка Ивановна, я вас попрошу, вы ж только никому не рассказывайте про эту говорку. А то еще за правду полечить. Не, я никому не скажу, что вы Дянікінський полковник. Катерина Ивановна, ну вот слова этого не говорите. Выбачайте, Никита Симонович, больше не буду. Добрый день, тетя Катя. Вот ты, нечистый дух. Вибачайте, товариш Ёлкін, это ж ви мене так сполохали. Так я что ты привитался? Дякую вам за такое вітання. Чому ви так, товариш Ёлкін, ходите, будь у вас не ноги, а м'які лапи? Вы про мои ноги не турбуйтесь. Я за їх не турбуюсь, я за себе турбуюся. Александр Петрович пришел? Того, який вам треба, нема? А які есть? Чорновус. А кто еще есть? Усі есть. Верочка пришла. Прийшла. Пусть першая. Першая. Чекала черновус. Чекала. Что? Ты не утрескалась, Яна. Хто? Верочка. А ви лепш глядите, каб ваша жонка не утрапилася. Вы за мою жонку не турбуйтесь. Не турбуйтесь, а Яна у добрых руках. А у чиїх это? У моих вядома, вось у гэтых. Чего он смешный? А чего он смешный? Ну, так. Это некие непристойные намеки. Вы понимаете, что сказать? Да скажите просто. Что? Вы, может, намекаете на то, что вчера вечерка моя жонка за этим на машине ехала? Так я вам скажу, что это хлусня! Вчера вечерка моя жонка была тут и працевала! И я попрошу вас плеток не распускать. А я про машину нічого не казала. Это вы сами. Одним словом, покинем про это говорить. Ага. Коли про вашу говорку доведается товарищ Горлохватский, так он вас с работы прогонить. А за что? Я нічого не казала. Это вы сами. Не-не-не. Я нічого.
А про что яны говорили? А что я чула? Машина только мигнула. Да я не про тое! Вера ж Черновуса про что говорили? А я добре не прислуховувалася. А идите вы. А я добре, так, тетя Катя. Ну, мы ж с вами завсегда приятелями были. Я кажу, что я не слухала. А про директора ничего не говорили. Нічого. А про меня? І про вас нічого. Що ж яны ничего не говорили? Ну, так і нічого. Так, Тільки Туляга Так. розказував, що його на вулиці зустрів некий чоловік. І запитався, чи не по-гаєцьки його прозвище. я что спрашивался? Страшенно перепугався. Каже, що в Воронежі був який Дянікінський полковник по прозвищу Подгаєцький. Вельми подобний на його. А може, ну справді. Полковник. Хто? Туляга. Ні. Я його ведаю ще до того, як у Воронеж виїхав. Я не в війську ніколи не був, ні. Цікаво. Вы мне, тетя Катя, завсёды что-нибудь свеженькое рассказываете. И я вельми люблю слухать. Александр Петрович не пришел. Ні, не прийшов, нема. Цікаво. Які власи до бабських пльоток. У самого уші великі, ході не вислуховуй. Добрий ранець, товариш Горлохватський. Як живем, тетя Катя? А нічого, живем помаленьку. Чому ви допомаленьку? Так говориться. Треба шпарка жити, тетя Катя. А як это шпарка? А ось як дете для ушей свистав. Ось я, наприклад, хвилинки нема часу бачити. Ага, ну ви криху вчора відпочили? Хто вам сказав, тетя Катя? Я бачила вчора, як ви на машині за город їхали з жонкою. Ну так, жонка. Жонка силой от стола оторвала. Хотел, как я криху проветривался. А я думала, що ваша жонка білявая, а я чернявая. Я чернявая. Ну, я бачила вчора, чернявая. Напевно, волоси пофарбувала. Я так прилег на роботу, навіть не зауважив, як жонка пофарбувалася. Аж смішно, а, тетя Катя? Правда смішно? Ви думали, що я не білая, а я не чорна, як у нашій Зіночки. Тетя Катя! Тетя Катя, только никому не говорите, что волосы женщины переобуты. Ну, смеяться ж буду, тетя Катя. А мне что, облытайте себе на здоровье. Тетя Катя, я бачу, вы тут лишнюю площадь прибираете. Свыше нормы. Вы это напишите заявочку, я разгляжу. Вам зарплаты добавлю. Дякую. Я за секрети гроші не беру. Це безплатно. Тетя Катя, чекайте хвилиночку. Ось. Гроші. О. Купите мне папирос. Ось. А решту собі покиньте. Ошибка. Скажите, як ви знаєте Володю Прокоповича? Володя Прокопович, а кто это такие? Мой брат. Скажите ему, что брат с террора не приехал. Нехай отсюда выйдет. А Володя Прокопович у нас таких нема. Чекайте. Это институт биологии. Вы помолились? Это институт геологии. А институт биологии знаходится на улице Широкой. На жаль, номер дома не ведаю. Ну, коли на широкой, то я уже знайду. Дякую. Коли ласка.
чому він приходив? Цікавишся некоторыми особами. Ким, коли не секрет? Да не только секрет. Державная тайна. Олександр Петрович. Что я занят? Олександр Петрович. Я занятый, кажу. Ой, зараз, ай-яй-яй. Ой, горячая пища. Ой, что это? Ой. Называлась широкая улица. Кто ж там живет, знаешь? Широкая 23. Александр Петрович Черноус. Доскакався голубок. Ой, шкода. Ой, шкода, что это здарилось не перед моим докладом. Ой, шкода. Тетя Катя! А я вот тут, алло, я никуда. Чули новину? Не, не чула. А что такое? Не можно казать. Ай, я никому не скажу. Нашего Черноуса. Ой, не может быть. Не может быть. Молчок. Молчок, об этом веду я и еще один человек. Ой, не может быть. Гэтаки человек. Не может быть. Гэтаки человек. Петя, это ты? Это я. Ты еще ничего не чув про нашего Черноуса? Апа! Еще нет. Але сёння и завтра, напевно. Пытались Андерса. Это покуль поміж нами. Давай. Саша? Александр? Это ты? Это я. Скажу тебе на минуту. Наш Черноус пляснуся! Пляснуся! Ага, кажу тобі. Ні. Саша, как не еду, ты мне говорил бы! Не... Бывай. Тя! Ліна, вийди сюди на хвилину. Я тут. Девочка. Сюди, кажу. Так я ж тут. Сюди. Ну так. Ти де була учора з Горлохватським? Ну так ти ж ведеш, Дім. Я-то ведаю! На машині розкатував. Ой, хто тобі казав? Той, хто бачу. Зинка. Глупство все. Бабські плетки. Зинка, гляди-ка, или что якое, так я тебе задушу вот этими своими руками. Ході. Я зараз пойду до Горлохватского и зроблю скандал. Я кажу, ходи. Я тебе такой устрою, что из работы полетишь. Поздний он, ходок. Ой. Хотел тебе не веду сказать никого. А коли ты такая, так не скажу. Сёлочка. Сёлка. Ну скажи. Нет, держал ногами. Сёлка, ну скажи. Я же никому не скажу, могила. Сёлочка, ну скажи. Нашего Черноуса. Треба літочці позвонить. Я наш Черноусов дочкой дружу. Ой, об этом веду я и еще один человек. Ой, такий ж чоловік. Алло, А Горлохватскому я все-таки зроблю. я тобі сказала, ходи. Ой, добрий день, Олександр Петрович. Вітаю вас.
Нема часу. Нема Заняты, заняты, нема, заняты. Нема часу. Заняты, Нема заняты. Я не часу. заняты. Дайте нам усляснуть. Я тобі потом перезвоню. Блядь, карта! Покрий Боже. Чи можна, Олександр Петрович? Заходьте, заходьте, тетя Катя. А? Вы что-нибудь хотите сказать, тетя Катя? Запитаться хотела. Ты не отбавишься. Вы про что вы хотели запытаться, тетя Катя? Ці правда гэта, што гавораць пра нашага чорнавуса? Что про его говорит, тетка? Кажуць, што яго ў нас хутка не будзе. Что он сказал, тетя Катя? Товарищ Зёлкин. Зёлкин? Ага, кажа, што ўжо і прыходзілі па яго. Ну, коли Зёлкин сказал, мусить ён ведае. Ну, вы лепш ведаеце, Александр Петрович. Тетя Катя, каб я что и ведал, так вам бы не сказал. Про это говорить не можно, тетя Катя. Тетя Катя, все. Треба працевать. Ой, так і правда. Ой, Пошло писать. О, цікаво понаглядати, як это шановний учений трепетаться буде. Москвы проклятые. Что с вами робить буду? О, дожився товарищ Горлохватский. Палеонтологом стал, костками обклался. Ранее Горлохватскому банкеты, Горлохватскому овации. Горлохватский мог любого у баранов рог скрутить. А зараз крути я проклятым, коли хочешь. Запнули приятеля меня сюда, в эту дыру. Сяди и не рыпайся. Коли треба будет, позовем. Але Горлохватский сидеть тихо не привык. Александр Петрович! Зробим вигляд, що займаємося науковою працею. Александр Петрович! Александр Петрович. Александр Петрович. Заходьте, товарищ Зёлкин. Выбачайте, Александр Петрович, что я вам думать перешкодил. Про Воронеж? Як ми про Воронеж? Давно треба було його прощупати. Чекайте, я нічого не розумію. Кого проворонили, кого прощупать? Ви добре розумієте, про кого я говорю. Досить мені почути було одно слово, як я одразу здогадався, про кого йде гуторка. Я вам нічого не говорю. А мені і говорити нічого не треба. Я і так все веду. Я навіть веду причини. Причини? Які причини? Брат за границей. Так, чекай. Раз. Это родний брат. Так, що ще? Геологічну здимку збирається робити у приграничному районі. До брата тягне, розумієте? Это все? Ні, не все. Що ще? Книга його шкодницька. Яка книга? А ви знаєте, які він у видавництво здав? Чим вона шкодницька? Давайте. Залежи фосфоритов показаны там, где их вельми мало. Так. И не показаны самые богатые. Хаває для ника, розумієте? И вы все это можете доказать. Нехай он ранее поспробует доказать, что все это неправда. Вы ведаете такие факты и молчите? А что? Хочете, как по сразу всем потягнули? Я боялся ранее. Боялся, а теперь, коли за его взялись, я уже молчать не буду. Про брата у меня есть человек, який напише. Про фосфорит и про здымку в приграничном районе я сам шепнул у выдавецтва и на ЯФАКу, где он лекции читает. В Москву уж послал некую свою працу. Чакай отказу. А того же не ведает, что зараз ему дадут отказ. А что он про вас
гаворыць. Каб вы ведалі. Туляга, як пачонок. Ён ставіць вышэй вас. А може, гэты туляга сапраўды вялікі і веды мае? Та веды-то ён мае. Але што за карысць? За ўсё жыццё ніводнага радка не надрукаваў. Боіцца, боіцца! Чего он боится? Ходите колотиться. Кажуть, что он был у Деникина полковником. Да где ему полковником? Ты что? Залетел полковник? Правда. Сегодня на улице один человек спознал его, так он теперь ни живый, ни мертвый. Да то, что он пояснил, это усим я дома. Ага. Ну как туляга? Ага. Полковник! Туляга полковник! Ну, свою жонку! Я что? Грузовичок, как усё гэта тягать на себе? Ну кто ж тебя примушает? О, ці ви чулись? Яшчэ трэба, каб мяне прымушалі дзяцей сваіх адзяваць. Гаржыку, паліто трэба? Трэба. Славіку штаны таксама трэба. Трэба. Без гэтага не абыдзешся. Ты что сваритела? Ты что сваритела? Хіба ж на стол? Тут же працаваць трэба. Як это я звар'яцела? А варэнне што? У капелюшы у твоім варыць буду? Слухай, я наогул не разумею, навошта ты гэта ўсё сюда прынесла? Усё прынясу зараз. І прымус, і пасуду. Усё прынясу. Узяла б таксі. О, дякуй. Дякуй табе за ласку. Ты што тут? 3000 ў месяц бярэш, каб я на таксі раз'язджала? Нюрочка, каб ты ведала, як ты мне перашкаджаеш? Заўсёды буду перашкаджаць. Я табе даўно кажу. У табе павінна быць машына. Нюра, якая машина? Дзе я возьму? А дзе хочаш. Мой Сонька спевак па ўсім Киеве на мужэўнай машыне раз'язджае. Нюрочка, колькі разоў я тебя просил, не успоминай мне про Киев. Ну что ты казал, в этой установе нема ніводнай машины. Вось. Значит, такая твоя и установа. А ты найди такую работу, как можно было жить, як люди живут. Ну, як люди. Ты чаго лез сюди? Чаго лез. Припрядок нехотя полезет, чаго лез. Тише, уже ж не припирай, усё обошлося добре. Нюрочка, тут треба все обдумать. За что ранее взяться? Ты за розум возьмися. Кинь, Нюра. У тебя же есть папера, что ты вученый вось, и продвигайся по этой вученой линии. Ты ж ведаешь, як мне эта паперка прийшлася. А на паперце что? Написано, як я на тебе там пришлася. Нюра, каб чого добиться по вученій лінії, треба науковую працю мець. А де я возьму? О, вось и напиши, кто тебе не дает. Ну, легко сказать, напиши. Так. Ну, возьму, наприклад, эту костку мамонта. Напишу всякое глупство какое-нибудь. Так Черноус на смех подыме. И слова не даст вымовить. Да ты стратишь эту посаду, какую маешь. Черновуз? А? И что это? Что это такие за черновуз? О, такие черноуз, яких этой костки, як своих 5 пальцев ведаю. Александр Петрович, можно это вас? А, заходьте. Тут вот папер. Что это у вас тут? Нет, треба неоткладно подписать. Вот тут и вот тут. Успокойтесь, а чего вы такая? Успокойтесь, зараз подпишу. Где? Вот тут. Вот. Кто это? Жмурка. Ой, дякую. Добрый день. Всего доброго. Так. И что это за краля такая? Это так, дробість. Я секретар Зіна Зьолкіна. Дробість? Так. Не, что ты на эту дробість поглядаешь, як кот на сало. Ой, что тебе сдалось. А ты гляди. Дурочка. Гляди, каб не отбылося. Я не погляджу, что ты у нас такие вот ученые. Нюра, успокойся, хіба я на что отважуся.
Я ж ведаю твой характер. Не адважыся. Адразу з кіпцюрамі кідаешся. Не адважыся, не адважыся. А пасля і адважыся. Нашто табе трымаць каля сябе? Ну, що значить каля сябе? Я на яку ще у установі працюю. Ага. Мужчин табе мала. Ну, куди жанчинам падеться? Куди хочуть. Няма чаго і маціраться каля чужих мужов. Слухай, Нюрочка, дивно ти розважаєш. По-твоєму, виходить, усіх жанчин з праці треба прогнати. У другім місці. Юра. Як собі хочуть. А тут я не потерплю. Юра! Что, Нюра? Ушел. Юра, Юра, ушел. Что? Ушел. Нет? Юрочка, Юрочка, сдаюсь. Юра, сдаюсь. 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 Ты что, полетела, Юра? Все, где пошла сегодняшняя? Ой. Так, ты можешь меня скандалить. Без скандалу? Що на коштого баба шальона? Я скажу, що ти там у Києві розробив. Нікого не буде ні нікому. Бар'ян. Ой, тетя Катя, пробачьте. Допоможите жонцы года домой еще занести. Пойдемте, Ганна Павловна. Так. Зараз. Пойдем. Дякую. Гляди у мене. Гад печений. Бар'ятка. О. Институт геологии Горлохватскому Александру Петровичу. Москва, головное управление. Цікаво, цікаво. Напоминок. Напоминаем вам об необходимости дать об себе наступные вестки. Перше – ваша науковая спеціальність. Другое, які надруковані праці маєте. Третє, на чим працюєте. Сучасний момент. Москва, головне управління. О, чорт. Це справді наукову працю треба писати. На яку тему, а? Открыть какой-нибудь доисторичный вид живёвый, ось было бы здорово, а? Здоровитаков, черноусый тульяга были у меня на посылках, и на их спинах выехать у великие ученые. А что, головы разумные, хребтины моцные, хай працують, коли жить хочуть. Слухаю. Горлохватский. А? Чорновоз? Так. Зёлкин звонил? Ну, коли Зёлкин звонил, и он ведає. Так. Дякую. Приймі міри. Усього доброго. Бувайте. Треба підбити масло в огонь. Выдавец-то? У меня самого директора. Ваня! Здорово, Горлохватский говорит. Ну так. Слухай, ви там збираєтеся друкувати книжку Чорноуса? Ага. Так ось мой супрацовник Зёлкин виявив, що вона написана по-шкодницьку. Так, Ванечка. Питаться у Чорно... Ваня, ты что, сфарител? Пытаться у ворога, где сопроводуем ворог? Ты что? Конечно. Мой супрацовник Зёлкин прийде и все подробно расскажет. Так, Ванечка, приймай меры. Так, Ванюш. Ну, ты разумеешь, что это покуль поміж нами? Так. Конечно, Ваня. До встречи у лазни. Бывай. Ну вот. Посеяли зерни, дай Боже, урожай собрать. А коли что, Зёлкин за все откажет. Так, что у нас тут еще? Институт геологии Черноусу Александру Петровичу. Москва, головне управління, професор Анікеєв. Напевно, відгук на його працю. Так. Это Киев.
ёсць. Водзыў на навуковую працу. Паважаны Александр Петрович, папярэдне займаюсь вашай працы, дай нам падставу. Фактычна, вашай працы ёсць правильный который вам пришлем вам падрабязны с павагай до вас, профессора Никеев. Ваш ты, паважаны Александр Петрович. Паважаны Александр Петрович? Чакай. А чым не я, Александр Петрович? Сапраўды, што не ёсць, хоць у пашпарт паглядзі. Паважаны, дык паважаны. Супраць гэтага я таксама нічога не маю. Ось, правда, працы ў мне пакуль што няма. Але нічога, хутка будзе. Дякую вам, паважаны прафесор Мікеев. Гэта паперка мне спатрэбіцца, а для чарнавусу на што мёртваму кадзіла. Я папярэджу. Стойте тут. Там, стойте, чекайте. Александр Петрович! Слухаю. Там до вас, товарищ Черновус, можно? Запрашай, конечно. Проходите, товарищ Черновус. Конечно, не вам что-нибудь потрібно? Вельми Я рад. ще, Александр Петрович. Бачить його, вельми рад. Нічого. Проходьте. Дякую. Ой, заходьте, дороженькі, заходьте. Ой. Вітаю вас. Дякую. Будь ласка, прошу. Вы тут один. Ну так, один. А мне подалося, что вы говорили с неким. Не, что? Ведаете что? Люблю услых декламовать, коли один застануся. Лепей працуется. Брожу ли я вдоль улиц шумных не памяти, как там далее? Вхожу во многолюдный храм. Помните, дороженьки, зараз, хвилиночку. Дякую. Хвилиночку, худенько, два чая, худенько. Рассказывайте, дороженьки, як живем, як працуем. Дякую, Александр Петрович. А? Живем потиху, працуем. Дякую Богу, ось. Ой, працуємо, вибачайте за грубе порівняння, як на коні. Ну що ви? Вокруг стільки спокус, стільки усіляких красот. А ми не маємо часу ими користатися. Послухайте, а дарували ви коли-небудь вечорочек? Пошли бы с вами в ресторанчик, посидели, поговорили, как люди, сядайте, там помалюсенько. Александр, часом так хочется почуть слово друга. Ой, дякую, Александр Петрович, вы же ведаете, часу нема. О, час. Університет, лекції, Розумію. для дітей пишу, дороженькі. ну і своя наукова-дослідча праця. Ой, які Ось, молодчина. збираюся наукову експедицію зробити. Целую экспедицию. Так, ось прийшов до вас грошей просити. Целую экспедицию? Ну, гэта экспедиція буде складатися з мене і яшчэ одної особи. Ось. Вы верите, что вы это... Напишите заявочку, я разгляжу. Погляжу, сколько у нас там есть грошей, и на кофе будет каштовать ваша экспедиция. Каштовать немного будет, ось, поглядите. Не скромничайте, я вас ведаю. Вы готовы первые 15 километров идти, как только на такси сэкономить. А я хвалювався, что вы мне не подпишете. Не, ну зараз подпишу, а чему? О! И Верочка с вами есть? Так, мне без яе, як без рук. Хорошая девчина, эта Верочка. Славная девчина. Так, глядите, не закахайтесь. Ну, что вы. А то разведают. Цаца-цаца, да в кишень. Ну что, Александр Петрович, куди мне старому? О. Я думаю, таких старых, яким девчаты, на шею кидаются. У меня уже дочка такая, як яна. Что вы кажете? Хиба у вас взрослая дочка есть? В пединституте аспирантуру заканчивает. Что вы кажете? А як вучиться? Выдатница. Выдатница? Выдатница. Это вельми добро. У тату удалась. Ну, не ведаю. Дякую вам. Дякую вам, Александр. Чакайте, криху, чакайте, чаю попил. Александр Петрович. Александр же чаю попил. Я лимончик вам поклав. Ну, дякую. А я вельми люблю лимончик. Давай, може я ще один поклав? Ну, даруй. Ну, як хочете, я ось зараз. Та сядайте ви, ніхто не ведає, чим ви тут займаєтеся. Скажем, працювали. Ну що, Александр ходіть сюди, сядайте.
Дякую. О, сідайте, сідайте. Дякую велике. Скажем, працювали. Ну, що працювати? О. Як смачно. Сапраўды. Смакота. Правда? Як зовуть вашу дочку? Тамара. Тамара. Якое пригоже ім'я Тамара. Мне одразу Лермонтов згадується. Так. Ви ведаєте, я так само наукову працю пишу. І що, велика праця? Не так далеко, як вельми удячний матеріал трапився. Ну що ж, у добрий час, Олександр Петрович. Я сподіваюся, і попрацюємо разом. А на яку тему праця? Ой, на яку тему праця. Ви ведаєте, не скажу. Не скажу, на яку тему. Не. Ведаете, праца, что я пишу, это будет цеглинка у новом напрамку нашей палеонтологии. Во. Даруйся, але ж я у гэтай справе. Мабуть, я нічого не розумію. Как? Я профан. Вы Я профан у гэтай справе. Чакайте, я гэта профан. Ну, Хіба вам вось гэты материал невядомы его? ну, это костка мамонта. Ну! А покажите мне что-нибудь иншее, я, мабуть, и не разберусь. Ось. Слушайте, кого могли пора из нашего института? А? Ну, Александр Петрович, вы меня так зненацку запитали, что я одразу и не ведаю кого. О! Мабуть, може, гэтага Тулягу. Туляку. Тулягу. Микита Симонович, так? Микита Симонович, ён у свой Так, час, так. калі мне памяць не змяняе, займаўся палеонтологіяй. Вельмі шкода, вы ведаете, вельмі шкода. Чаго? Праца моя. Будь якая. Ух, я вам кажу, это напрамок новый палеонтологии. Пробачте. Скажите, будь ласка, а на якую тему? Я На кажу, якую тему? не хочу афишироваться. Ну, чему? Ну, нарочно афишироваться. Вот, напишу працу. Так. Зачитаю на совете, опубликую, а потом уж критикуете? Ой. Конечно. Я с великим В вашей удовольствием. особе я хочу вашу судью строго, але справедливого. Александр Петрович, я с задовольнением познакомился с вашей працей. Это незаемно. Да. Ведаете? Так. Мы сейчас с вами себе покажем. Так. Ну что, головы у нас разумные. Ну, Руки тужие. Стяг науки можем моцно тримать, а? Александр Петрович, я уже про многое не мару, хоть крышку зробить, а лишь корыстного для людей. Скромничайте с дороженькой. Сами он працу написали, Москву одослали, мне не показали. Какие вы недобрые. Даруйте, Александр Петрович, сапраўды неяк няёмка выйшла, але ж это не по моей вине, так обставины склались. В любом выпадку я прошу у вас пробачения, Александр Петрович. Даруйте, коли ласка. Да я не крывдую, ну что вы, я не крывдую. Москва, я думаю, лепей меня оценить вашу працу. Ну, і не ведаю, як яна ацэніць. Ну, ось столькі часу прайшло, адказу пакуль што няма. Вы не хвалюйте, чего вы хвалеваться? Ваши деды усім вядомы. Что вы, я упомню, Москва вам даст на высшейшую оценку. Ваши словы да божечку в узкі, Александр Петрович. Дякую. Дружба и взаимная допомога. Дякую. Працуйте на благо. Дякую, Александр Петрович, дякую. Дякую вам велике, дякую. Скажите, А гроши будут. Будуть. Для вас из-под земли достал. Дякую вам велике. Тетя Катя, не чипа, кто там есть, тулягу на меня? Часу не надо. Все, потом. Зачините. А на код дочушки треба поклопотиться. Пединститут? Добрый день. Мне кого-нибудь с правкома. Секретарь? Вельми добрый. У вас там учится Тамара Черновоз? Дык вось. Я батька вывален во врозаных обставинах. Так? Кто треба тут говорить, это звонять вам с института геологии. Так, примайте меры. Не место ворогам у институтах. Так, товарищ Зёлкин придет.
и все подробязно расскажет. Зёлкин – это наш сотрудник. Бывайте, принимайте меры. Ой. Чорновусовий отковав скотч. Книжка про світ не бачить. З праці треба думати, якого досюль проходить. А Горлохватский не только не проходит, а стане сябром. Лепшим сябром, чулым и великодушным. Повинен быть за это мне удячным? Повинен. Не стане покорить дороги, я думаю, не стане. Який ученым бы не бывали, своя скура ему дорого. Можна? Никита Симоныч, заходьте. Олександр Петрович, ви мене кликали? Игорь Симоныч, хотел вам сказать одну важную речь. Я не ведаю. Про это говорить не можно. Что-нибудь неприемное для меня? Что такое, Александр Петрович? Никита Симоныч, приходили, пытались про вас. Про меня? Да, кажется, не просут Никиту Ляга. Особо не высветленная. Не высветлено? Да, каже, не ведя, якої тут подрывной работы. Ці правда, что он у Деникина был полковником. Полковник? Да, так и сказали. И нават прозвище полковника назвали. Я забылся, як его. Не Подгаецкий? Во-во-во, здається, Подгаецкий. Дошло таки. Ну, проси уже никому не говорить. Никита Симоныч, а вы что, по секрету рассказали кому-нибудь? Александр Петрович, поверьте, все это неправда. От початку до конца я ніколи полковником не был. Ну, может, подполковником, справа не в гэтым, Никита Симоныч. И подполковником не был. Чекайте. Але, здається, я вас бачив недзе на фотографію у полковницкой форме. А это вы, мусить, бачили полковника Подгаецкого. Он был вельми подобный на меня. Я зрозумів. Значиться, ваше справжнє прозвище Подгаецкий, а ви тут по чужим прозвищам. Александр Петрович, на свет родился тулягом. И деды, и прадеды, все мы были туляги. Значиться, у Деникина вы были по чужим прозвищам, да? И там я был тулягом. Ну, я ж вам кажу, наставником у гимназии. Чекайте, як же ви з Білорусі аж там опинулися? От немцев чакал. Як немцев взяли Баранович, и одразу переехали. Розказуйте гэтай казцы свой бабульцы, на жаль, вам ніхто не поверить. Александр Петрович, а як же мне доказать это? Александр Петрович, родненький, навучите. Докажите своей працей. Не, а як же с полковником? А гэта вы без вас высветлим. Значит, столько прац. Працей и поводинами. Что датычыцца працы, я пропоную вам заняться палеонтологией. Палеонтологией? Так. А чему палеонтологией? Ну, как вы працавали непосредственно под моим наглядом. А что ж я буду робить под вашим непосредственным наглядом? Мы с вами будем писать науковую працу. Мы с вами удвух. Ну-ка, вы там напишите. А я проверю. Прочитаем. После мы ее опубликуем. За нашими подписями? Нет, Только за моим? только за моим. Значит, працу напишу я, а лечиться она будет вашей. Да и хай розница, що она будет лечиться. Головне, каб яна не пропала для громадства, ваше прозвище може і скомпрометувати. Так, я разумею. Я только хотел запытаться у вас, а чи не будет все это подло? Вы забываетесь, господин полковник! Я не вас не унуваюсь! Я кажу, чи не будет это подлостью с моего боку? Ну, ваш бок меня мало цікавить. Так як, згодны так працаваць? Ну, дайте подумать. 2 минуты. А я знаю, про что вы думаете, Никита Симонович. Вы думаете, а тебе не рассказать все это Верес Альбо Ливанович, а? Никита Симонович, ну, признайтесь, думаете так? Признаться, приходила в голову такая думка. Да выбросьте с головы! Вам все равно никто не поверит. А поверить мне. Сведок у вас нема. А мне не тяжко будет доказать, что это вылазка Деникинца, что это поклеп.
Варто мне снять трубку, и ваша песенка спела. Ну как, згодны? Згоден! Давно б так. Віки Сынович, наконт працы. Мамонты зараз стали чуть ли не хатней жывёлай. Вам трэба знайсці што-небудзь новенькае. Александр Петрович, новенько тут тяжко знайсці. Добра пошукаете, знойдете. Віки Сынович, ну как? Домовились? Домовились. Идите, працуйте. Михаил Иванович, как, згодны? Згоден. Идите, працуйте. Готов! Чи ти високий? Катерина Ивановна! Катерина Ивановна! Я тут. Катерина Ивановна, А, директор не казав, хутка буде? не казав. Казав. Ай-яй-яй-яй. А чого ви так уздихаєте, Катерина Ивановна? Пас. Нечто здарилося? Вас мне шкода, Александр Петрович. А чого ж по мне вздихати? Нічого ж такого не здарилося. Ось я тут, ось і на працю прийшов. А я ж бачу не слепая, не наумела вам вашу праца. Ой, Что? Что? это що, ліщія люди мне зробили? Вибачайте, Олександр Петрович, я просто не думала, що зустріну вас сьогодні куда-то. А чого ж пробачення просить? Ви ж ні в чим не виноваты. Так я ж не думала, що зустріну вас. Вы уже думали, что более-менее тут не сустренете. Так, Дякую вам. ні, Дякую вам. Дякую. Це мене ще зустріла. Ось наш Олександр Петрович. Бач, Олександр Петрович. Ой, подалася тут. А что это за объява? Сам читай. Ось. Отбудется доклад на тему «Новый вид выкопки». Новый вид выкопки живёлины. Докладчик Горлохватский Александр Петрович. Добрый день. Добрый. А, вот гэта вучоный, а. Одразу значный уклад. То есть, что черномуз 10 год среди глины для фосфорита доследует. Ты что, не бачишь? Чернова слоняется сегодня вот как тень, тут туда и сюда, туда и сюда. Не разумею. Вот чему Горлохватский с ним либеральный? Давно пора всем развитаться! Ты ж не ведаешь. Якая чулая
душа у нашего Александра Петровича Горлохватского. У него такая чулая душа, такая чулая. Ой, такий человек. Особливо до тебе. Зелочка, ты что, снова меня не равнуешь? Ну, хоть, ну, хоть, ну, хоть, ну, хоть. А я вам скажу Александру Петровичу, так он тебе быстро отучит. Ха! Что такое? Это я Петя. Грязь у меня. А у нас хутка доклад цікавий. Жарти гэты ты на своей спине чуешь? Это не тебе, не-не-не. А у нас хутка доклад цікавий. Ага. На тему «Новый вид выкопня жывёліны». Докладчик Александр Горлохватский Петрович. Ну, не ведаю, добра, чоловік, ён солидный. Уж коли выкопает... Александр Петрович, что ж я вас повсюду шукаю? Бывай. Нам дали гроші на експедицію. Зараз мне не до экспедиции, Вера Михайловна. Чому? Мне, здається, у вороги залічили. Як гэта сталося? Я и сам не ведаю, сёння лёг, як честный человек, устал. Бачу нешта неладное, некоторые знакомые не познают меня. На другі бок вулицы переходят, коли сустрэнуцца. Ну, може, гэта вам все здається? Мне заборонили читать лекции на геофаку. Это ж мне не сдается. Да не може бути. Книжку мою так само не пустили у друг. Это так само, скажете, сдается. А причини? Ви спробували довідатися про причини? Спробовал, выкают. В очи в бок отводить. А лишь разумеете, Вера Михайловна, что поводле моих открытий, поводле моих доследов, Держплан планує побудову нового завода у районі Рудні. Коли праця буде скомпрометована, будівництво увогуле може сорватися. А ви за собою ніякої вини не відчуваєте? Ну яка ж вина? Ось тут я сам, тут на очах у людей вся моя праця. Та ти з гэтым трэба змагатися. Гэта ж трэба знайсці вінаватага. А як ти його знайдеш? Він злодюга хитрий. Ну, здається, каб знайшов я б йому негоднику у воші плюнув. А, ён би утерся, ды зноў за сваё. Не, мы з ім расправімся больш жорстка. А лишь для гэтага трэба кинуть працу и займаться этими брудными плетками, тратить час, здоровье, нервы. Я нават об гэтым не подумала. Вы працуйте, а вось гэтым я займуся сама. Вы? Так я. И я думаю, что вы мне дасте на гэта згоду. Не дам. Чаму? А вам приемно знаходиться у таким становищем? Неприемно, але я не хочу, как и вы оказались у таким становищем. Вас могут обвиноватить у сувязи с ворогом. Вы не ворог. Але ж это треба доказать. Что вы хотите? Что поколь вы будете доказывать? Я повинна спокойно стоять у сторонцы. Я повинна глядеть, як эти негодники вас топят. Вера Михайловна, я вам вельми удячный. Я вам вельми удячный за вашу підтримку, за ваше порозуміння. Але ж це ще не все. Ворог знайшов самое болючее место в моем сердце. И он хочет с дочкою меня разлучить. Тамару выключили из института. Не, покуль ще не, але ж, видать, размова была. Сегодня пришла, вся в слезах. А вы же разумеете, это ж дочка. Небожчица оставила ее подлетка. Я держится, и она росла, столела, становилась сведомым человеком. Усё, вам треба заспокоиться. Слухайте меня. Вы не только не стратите своей дочки, я обовязково пойду до Тамары. Я ее все растлумачу. И вы мне дозволите
лишиться вашей дочкой. Любовницы. Ви і так мені, як дочка. Вы меня приймаєте за свою дочку. А до сієї душі. Тогда вашу руку. Вашу руку, и мы не будем сумовать. Вашу чесну руку. Старый распустник. Даруйте по щирості. Даруйте. Куди ви зараз? Пойду на свежее повітря, там Горлохватська почекаю. Треба з ним поговорити, може ён що ведає. Я сьогодні пойду до Львановича. Не треба. Ні, треба, я йому все розтлумачу. І сьогодні увечері, годину 8, я прийду до Тамари. Ну, Добре? дякую. І ми не будемо Не сумувати. будь. Дякую вам великий. Вера Михайловна, дякую вам великий. Добрый день, Верочка. Добрий день. А что ж вы не хотите ко мне потиснуть вашу честную руку? Ви підслуховували? Хиба у вас секрет какие-нибудь с черновусом? Я и не ведал, что вы себе такую доверенную особу выбрали. А ти не порайся мне вибрати вас. Ну, это справа вашего густу и громадянского сумления. Ось як. А як же вы думали? Об гэтым мы з вами поговорим яшчэ. Дело, что поговоришь. Вылетишь с работы, тогда и поговоришь. До Тамары я пойду. Бачив я, якою з Тамарою ти тут цілувалася? Олександр Петрович, на беда. Олександр Петрович! Александр Петрович! Александр Петрович! Александр Петрович! Александр Петрович! Новина. Плетки эти, правда, признайтесь. Ну, за кого меня лечите? За Зёлкина. Это навод не кривдно. Ну, и цікавая новина. Пальчики оближите, Александр Петрович. Давайте, рассказывайте, только худше у меня час нема. Ну, Вера живе с черновусом. як это живее? Я ведаю, что не помер. Так, як вам казать? Ну, скажите як-небудь. Ну, скажем, як я с Зиной. Так это совсем не страшно. Як не страшно? Вы хотите сказать, что я, что вы? Я хотел сказать, мусить, это неправда. Як неправда? Як неправда? Я сам бачу. Где вы бачили? Тут у коридора целовались. Сегодня споткання призначили у его на квартире. В 8 годин, як Тамара не будет дома. Тут? Ага. Так значит, это правда. Правда, Александр Петрович. Я лечу, что ей в нашем коллективе не место. Строгий же вы человек. Выбачайте, Александр Петрович. Тут тесная совесть с ворогом. Як? Тесная совесть с ворогом. Зараз, хвилиночку. Еще раз. Кажи. Тесная совесть с ворогом. Тесная. Бытовое разложение. Что еще? Распуста. Это все? Нет, не все. Что еще? Что? Я до вас. Коли ласка. Даруйте, Александр Петрович, я вас там на вулиці чекаю. Пробачьте, что заставил долго чекать. Так. Важная нарада была. Даруйте. Заходите, коли ласка. Даруйте. Все. Даруйте. Слухаю вас, дороженький. Александр Петрович, я до вас. Да поможите выйти с тяжкого становища. А что старилось? Я больше не читаю лекций на геофаку.
Чому? Забаранили, не доверяють. А які причини? Я и сам не ведаю. Я и сам не ведаю, Александр. Книжку мою так само не пустили в друг. Ну, гэта ўжо зусім свінства. Ось, я так само так думаю, Александр Петрович. Что робится? Что робится? Ой, я веду, як гэта так? Калі б я змог, а я сам один не могу ничего зрабіць. Ну? Усё это обкружено, ведаеце, такой таямніцай, што яны і самі не ведаюць, у чым я виноваты. Сядайте. Так. Зараз я потелефоную кудись нет, і все. І зараз розберемося. Ой, занято. Что ж вы молчите? Ну, Что вы молчите, дорогой мой человек? Гамбить ваше бедное имя, а вы молчите? Ну, я... Да это безобразие! С этим треба змагаться! Вы что, не вас шальмовали? А завтра меня могут шальмовать и вывести со строя. Могут. И якая гэта свинья устроила он такую штуку? Сапраўды, паглядзіш вакол, усе людзі такія свядомыя, сумленныя. Няма на каго і падумаць. Ну, а вы себя проверили ва ўсім, як мае быць? я гэта не разумею. Ну, можа, в вашей биографии есть какая-нибудь там маленькая зачепинка, пустяковинка, якая могла послужить поводом для плеток. Александр Петрович, я 10 разоў перадумаў усё сваё жыццё і, палажыўшы руку на сэрца, могу сказаць, што я ні ў чым не вінаваты. Я не сомневался, дорогой мой человек. Зараз я совсем спокоен и за вас, и за себя. Коли бы я был який-нибудь там перестраховщик, я бы пропоновал вам подать заяву об звольнении. Я далек от этой думки, вы что? Мы с вами будем працевать, не глядячи ни на якие поклепы. Ось так. Дякую вам, Александр Петрович, дякую вам за вашу великодушность. Нема за что, что дорожение. Дякую. Я вам буду вдячний усё життя. Дякую вам, великий. Нема за что, Александр Петрович. Дружба и взаимная допомога. Дякую вам, великий. Заходьте у любой момент. Дякую вам, великий. Нема за что. Чекай. Что вы на это скажете? Я сподіваюся, вы меня не угробите. Ну что вы, Александр Петрович, я думаю, для этого не будет аніяких подстав. Дякую вам. А як на фонд експедиції? Гроші ж я перелечив. Ой, вы же ведаете, такая несподянка. А что? Александр Петрович, ось зараз не до експедиції. Да. Я вам вельми вдячний за вашу Все підтримку. неприємності, все я розумію, неприємності. Але за працею неприємності забудуть. Ну, тем больше у вас такий милий помощник. Так. Верочці. Ой, ви все вару забудете. Верочці так само это все. Не вельми. Ось, яна увесь час мене подбадьорює. Ти славная дівчина. Славная. Дякую. Дякую вам. Нема за що. Бувайте. Заходьте, коли ви потрібні. Дякую за підтримку. У любий момент заходьте, буду вельми радий. Дякую, Олександр Петрович. Дякую. Славная дівчина, бачите, старий чорт, губа не дура. Ты что? Для гэтага мяне покликал. Нет. Я хотел запытаться, ці чула ты что-нибудь про Черновуз? Я чула, что на яго завялі нейкі паклёп. Ну, добра, калі паклёп. Что тут добрага? Я хочу сказать добра, калі ўсё гэта няправда. Што гэта ўсё? Яму нічога не гавораць. Ходзяць чуткі, што нейкае шкодніцтва знайшлі ў яго працы. У якіх працах? Мабыць, у апошніх. Я гэтай працы вельмі добра ведаю. У збіранні матэрыялаў я сама прымала непасрэдны ўдзел. А калі ён і цябе вакол пальца абвёў? Што выходзіць, што я палена бярозавая? Я што ніцэнібы не разумею? Добра. Што добра? А якую ацэнку ў Маскве атрымала яго праца? Яшчэ няма водзыву. Вось, можа там знайшлі што-небудзь? А слухай,
А я завтра поеду в Москву и сама привезу гэты вот. А я тебя пока что не посылаю. А я сама поеду. Ты что, меня не подозраешь? Ты меня не подозраешь? Не кипятися. Я буду кипятиться, это справа вельми серьезная. Ось. Ось тому, що гэта справа сур'ёзная, трэба ў ёй спакойна А разобраться. мне здаецца, ты не з таго канца пачаў разбірацца. Трэба спачатку даведацца, адкуль пайшлі гэтыя плёткі. Я хочу з двух концов адразу пачаць. Ну так хутчэй будзе. Ось даведался, што ты прымаў удзел у гэтай працы. І мне ўжо лягчэй стало. А чуткі адкуль ідуць, таксама высветлім. І ў Москву кому-небудзь сапраўды прыйдзецца паехаць. Аб гэтым мы яшчэ з тобой пагаворым. Ой, а вы-то кого? День добрый. Ага, добрый. Скажите, а директор института есть? Хутка будзе. А кажется, у вас есть тут халтурка для машинистки? А можа ёсць, запытайцеся. А я на вас не вельмі строгі, нічого, што я потревожу. Ага, нічого. Нічого. А то я криху чула про його. Ну я почекаю. Тетя Катя, Зёлкину до меня с документами. Товариш директор. Кажется, у вас есть халтурка для машинистки? Пробач, я вельми занятый. Я вельми занятый. Александр Петрович, мне... Я занятый! Без 15 хвилин. Заходьте. Зёлкина, значит. Зина. День добрый. Александр Петрович, можно до вас? Заходь, заходь. Александр Петрович, вы же бачили? Там Ника до вас. Чего особливого говорю нема, одно только и слава, что Зёлкина. Замкнёна. Занято, не прямая. З ким же він зайнятий? Зёлкина, видать, не хутка вызволится. А чому ви так думаєте? Папе шмат понесло. А ви упевнені, що гэта Зёлкин? Я так называю, я так не ведаю. Чула крыху. І що ви про його чули? Глупство, не варто проказывать. Мусить говорить. Яна. З Горлохватським гуляє. Так. Ну, може, неправда, ці мало що люди кажуть. А може тут працює, нічого не ведає? Чому не ведає? Ён каже, тут такі шаптуни плеткар, що без яго ні одна плетка не виходиться. Ведає, але зробити нічого не може. А вот же это неправда. Да? Как ведал, так он бы разнес тут все на свете. Я его знаю! Ай! Чим яны там заняты так долго? Мужчина! 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 Чого? Ведаеце, што вось гэтага я ад вас не чакала. Чого ви не чекали? А каб вы ў шыну падглядалі, А вам что до того? а не прыгожа! Вот пристала. Назула. Лучше, мужчина, схуд! Катя, Катя! Треба мець витримку, громадянин! Замкнёна. Заняты не прымае. Ха! З ким гэта ён так заняты? Зёлкины. Зёлкины? Так, Да давно ён заняты? хвілін 20 чакаю. Прабачце, а што яна за асоба такая, што ён пры ёй не прымае? А вы хіба не ведаеце? Не ведаю, не ведаю, я тут не працую. Жанчыны, кажуць, вельмі прыемныя. І што прыемнае? З прыемнай жанчынай прыемны час правесці. Дазвольце, але ж ён жанаты. Ну дык і што? Як што? У яго жонка ёсць. На што яму там нейкая Зёлкіна? Жонка, кажуць, страшэнная ведьма. А гэта няпраўда? А я чула, што яна досыць прыемная жанчына. А я чула, пілуе яго і дзень і ночы, накварыцца, такі давай другія ўцехі шукаць. Ну, паскудник! Ну, я тебе убью, потому что ты меня не век не забудешь. Отчини! Отчини, собачьи твои очи! А что стало?
полезу, зрозумели? Зрозуміло. Я не застануся ні за що. Я не Киньте ж кухонниці, без нас можна! О, ми вирятовані! Дай сюди, гляньте сюди! Так а чому я в окно? Я могу просветь. Я вам загадую, господин полковник. Добре, добре. Давайте сюди. Не громко, люди глядят. Давайте сюди. Лучше. Ви! Были тут зьой, зрозумели? Признаться, из усі. За мною! Училище! Не прикинешься дурным, господин полковник! Ну добре, добре, зрозумію. Давно б так! Олександр Петрович, не покиньте мене, я з вами! Я з вами огонь в полум'я, Олександр Петрович! Шахай, ти була тут з ним! Тривай! Тривай, кажу! Ніхто не допоможе! Давай швидше, лучше! Потрешся, нічого не розумію. Товариш, ну, розтлумачте хоч ви мені. Зараз вас бить будуть! Ні, за що? Ось за это! Выходите! Зараз, що погляньте! Зараз! Ой, я зараз, ну-ка! Ой! Який сон! Что? Что? Что, Зина? Что я? Что я? Зараз, дороженький, я з вами розквітаюся. Що ви не маєте, товариш Жолкін? Я тобі покажу, старий розпусник. Що ви робите? Я тобі покажу. Киньте. Я тобі А покажу що зараз. зараз Я тобі зараз покажу. Я тобі зараз... Зараз було! Это зараз безобразие! Ось гэтага з вашої гэтай зёлкиной тут застукали зараз! Какие ссора! Жаль, Что, не могли знайти другого места? Жанчина у коридорі сказала, що гэта ти! Зёлкиный зачинился у кабинете! Какая женщина? Да пляткарка языкачки такая баба! Ой, Как знаешь, что робится? Всякий сброд лезет у кабинета, понимаешь? Плеткарить, распустничать. И вот так само. Старый человек. А установили. Да еще в моем кабинете дозволять себе такие речи. Олександр Петрович, я не, ну ви ж самі не. Я ничего не ведаю. Я ничего не ведаю. Товарищи, я ничего не ведаю. Хотя мне треба было ведать. Откуда у вас такие звычки? Товарищи, я думаю, мы будем милостивы и даруем ему на этот раз. Ну, взявши слово, что такого и он больше себе не дозволит. Товарищ, я зараз пропоную развестися и приступить до працы. Я сподіваюся, снять из хаты мы не будем выносить. Как не легло еще в это брудной плямой на нашу установу. Товарищи, приступайте до працы. За работу, товарищи! Толкин, а вас попрошу остаться. Я сподіваюся, у вас хопить розуму. Не балбатать про гэта. Зараз ідіть і працюйте. Зараз тобі... Ну, що на все гэта скажеш? Шура, Ох, что у вас тут робится? сама бачиш. Это же старый человек!
Кто бы мог такое подумать? Седина бороду, черту рабрину. Ага. Шурочка, а жанчына-то у коридоре сказала, что это ты зачинился. Так, я чуть институт не разбурила. Ну і що так завсюди, наслухаєшся пльоток і кидаєшся на м'язки псурами. Ну все же, мир. Нюрка, яка ти у мене. Ну, як там твоя наукова праця? Хутко кончай. Шурочка! Хутка у мене машина буде. Ні, з машини треба криху почекати. Почекай? Так, почекати. Это як? Это почекай, Нарешті, начальство до нас завітало. Давно пора. Поможемо без вашого керівництва нарвіть усіляких помилок. Чуєте, що тут відбулося? Ось ви, на этом столе мы застали только что Тулягу Зёлкиной. Тулягу? Я професоршу при всіх, а не весните вашими моргою. Не подозревав його таких здольностей. У нас тут різних талентів хапає. Пробачте, коли ласка. Я пойду. Добре, йди. Александр Петрович, ты чув что-нибудь про Черновоз? Слухай, я хотів сам запитатися у тебе про Чорновоса. Що ви там робиться, не веду? Не, але ж ти чув Ну, что-нибудь? ходять неякі пльотки, биться би у його у працях знайшли неяку здраду. Сюди, коли ласка. Пошли. Потім сувязь нейка. Сувязь. І ти, відомо, не проверяв, откуда этой ошибки? Як я можу проверять? Як? Мне часу нема. Хто працю буде за мене писати? О, Туляга, что ли? О. Да. Дивная бесхлопотность. Того всюди з роботи зняли, а тебе хоть бы что? Що, загадаєш мені його з праці прогнати? Я не самостраховщик який-небудь. Нехай працює, нехай корпується під моїм наглядом. Треба до його пригледіться, провірити. А як ти собі мислиш гэтую проверку? Проверку? Ну, по-перше, наперш треба створити комісію і вихід на місце бурення. Ось. І хто, по-твоєму, в эту комісію повинен увойти? Ну, мне, як директор, не выключиться. Ты ж меня не вызвали. Ну, допустим, что не. А я шеф. Я ще Зёлкин и Туляга. Так. А колькі часу займе гэтая проверка? О, зараз, хвильку, я вже подлічив. Не, о. Каля года. Ну, что? Не, ну, треба ж на нове бурення проводить. Ну, зимой же мы не можем, дай бог, каб лето хапило. Это значит сорвать весь план работы института и тримать под подозрением Черновоза? Да нічого, нехай працює під моїм наглядом, ну. А коли все гэта неправда? А що неправда? Ну, ось все, що про його говорять. А що говорить? Ну, що поклеп некий на його. Хто это говорить? Ти що видумляєш? Ніхто вже нічого не говорить. Ну, Верочка. Ні, ну може і неправда, ну добре, може і неправда. Ну. Чекай. Сьогодні у 8 часов вечора Так. ён сустракається на квартирі з Верочкой. У тебя тут такое робится, что сам черт не разберет. Ну ты, конечно, на сюрпризе, где их зовсім не чекаешь. Слухай, видиш що? Такі кадри засталися. Треба провести чистку. З некоторими працівниками прийдеться розвітатися. Я Замяницкий. Замяницкий. У меня есть друзья, які з задоволенням пойдуть до мене. При умовах, некоторых, конечно. Ну, почекай, как я доклад прочитаю, а потом навезем такий порядок. Мне не впершину наводить. Ось порядок, тут сапраўды прийдется навести. Слухай, ты приходь послухать доклад мой, а? Я у твоих планах нічого не розумію. А я пишу, как для всех было зрозумело. Я пишу для масс. Придешь? А гэта ж можа вельмі хорошо выйсці. Придешь.
Обов'язково. Приходь, приходь. Пакуй. Бувай. Пакуй. Пробирайший знайшовся. Я тобі такі окуляри наставлю, що тобі чорно-білим подасться. Пробирайший знайшовся. І таких за нос схватили. Александр Петрович! Вы читали сегодняшнюю правду? Не, не читал. А тут вам допомога. Не, Да, к вам. покажите. Не покажу, танцуйте. Вера Михайловна. Я не покажу, танцуйте. Ну, Вера, не выдумляйте. Покажите. Покажите, коли ласка. Ну. Нет. Вера Михайловна. Ну, Вера, фосфорит я у зямельцы отшукав, и не думал, и ни веры не гадав, что слюда у им, як соненька блищить, значит, долго в добробыте будем жить. Лепш читайте. Так, дякую. Вось тут. Так, об ошибках при увольнении из трудовых коллективов. Известно далее немало фактов, когда вредители-двурушники в провокационных целях организуют подачу клеветнических заявлений под видом разверстывания бдительности, добиваются увольнения честных и преданных тружеников, отводя тем самым удар от себя и сохраняя себя в трудовых коллективах. Зразумели? Это ж правда. Вось тут яшчэ. Менавіта так яны і робяць. Так. Товарищ Зелки, не турбуйтесь, идите до А нас. я не турбуюсь, даремно вам сдалось. Идите, почитайте, что тут про вас написано. Про меня? Так, про вас. Где вы? У правде. А, читал. Читали? Так. Жарты жартами. А у нас так само есть поклепники. О, якую правду ви кажете? Тетя Катя, наприклад. Вельми любить язиком потрапать. Вельми. Вітаю, товариші! Вітаю з видатним документом! Читали? Читаем. Ось гэта документ. Ён просто пальцем указывает на ворогов, усяляких здрадников и поклепников, товарищи. О, эти поклепники шукают щелину, каб сховаться, але грозная рука уже висит над самым ухом, каб схватить за каўнер и потянуть на суд, на всевольную сневагу. Его мизерная душа этого поклепника и здрадника окунулись у щелини, але нигде его не скрыться. Нигде, товарищ Щелки, не сховаешься. Нигде не сховаешься, не скрыться. Нигде! Что? Что? Ужался? Ага! А
А я пожартовал. Вы просто артист, Александр Петрович. Слова. Конечно, займався в гуртку. А. У драматичному гуртку. А після кинув. Не, вы так все по-майстерски Вот это разыгрываете. как. Вы там народились для этой роли. Не бачу ніякої Так, іронії. забродные товарищи. Мы возьмемся за этих поклепников, грушников, страдников. Коли добро приглядится, так и у нашего сироте такие знойдутся. Так. Зараз им не поздоровится. Так. Пробачьте, товарищи, мне сам насом треба, Александр Петрович. Прошу вас за меня. Так, добре. Все, я занятый. Чем могу служить, Александр Петрович? Ой, я здесь, Александр Петрович, хотел при всех запитаться, да при всех ніяк незручно. Як ваша справа? Ну, як вам сказать? Одиная радость, Александр Петрович, это праца. Раз. А що остатнє, на жаль, так, як і було. Ну, нічого, я скоро доклад прочитаю і сам займуся вашою працею. Дякую вам, великий, дякую. Александр Петрович, а зараз пропоную помалюсенький. О, що тут у вас робиться, Олександр Петрович? Ой, тут зараз уже нічого нема. Коли ви бачили, що тут було на тому тижні, О, по 50. не, Александр Ай, Александр Петрович, Я- ну давайте, ну що? я не вживаю, Ой, меня ну що значить не вживати? тиск серця, не. Есть повод, Нет, Александр Петрович. Есть повод, працу я свою скончил. Що ви кажете? Так. Ну, що? Ой, Ну, давайте. віншую, Олександр Петрович. Дякую. На этом не обмежуйтесь, я лечу. И придете подтримать. Я з великим задоволенням познайомлюся з вашою працею. Сказать по правде, вас криху побоююсь. Ну, Александр Петрович, у меня до вас самое наилепшее почуття. Вот, віншую вас. На здоровье. Ну, а вы что? Працу я свою давно скончил. Ну, Так, Олег чекав, що Москва скаже. Сьогодні отримав відгук від професора Нікеєва з Москви. що ви кажете? Так. Ну, коли ви отримали воду від самого Анікеєва, так моя відзнака для вас нічого не варта. Ну що, Олександр Петрович, вашу думку я високо ценю. Дякую. Дружба і взаємна допомога. Дякую. Заходьте у будь-який момент. Дякую. Коли буде потреба якась, Дякую, заходьте. дякую, Олександр Петрович, дякую. Вера Михайловна, гляньте. Гляньте. Олександр Петрович, ви зараз мало грошей отримуєте. Може, відчуваєте нестачу у чим? Ви видите, Олександр Петрович, я до розкоші не привик. Ви пробачте мені. Це я на правах друга. Дякую. Друга. Дякую. Олександр Петрович, може вам гроші потрібні? Ви видите, Олександр Петрович, коли буде така нагода, я обов'язково звернуся до вас. Звертайтеся у будь-який момент. Буду вельми радий, дорогенький. Звертайтеся. Ну, що там вчора? Що ти? Золото мама, ванильку, там, мне что-то соскучилось. Чудовний чоловік. Хто? Горлохватський? Так, ён сапраўды вміє паклапаціцца аб жывым чалавеку. Я так само була аб ім вельмі добрай думкі. А цяпер што, хіба не? Цяпер я нават не ведаю, што аб ім думаць. Ведаеце, быў адзін такі выпадак. Я не ведаю. Вера Михайловна, Вера Михайловна, вас, мабуть, хтось з толку збив. Ага. От, ви, Вось глядзіце, каб ён нас не збіў. Микита Симонович, что вы думаете об Горлохватским, як об ученом? Что я об нем думаю? Что вы об нем думаете? Вот послухайте этот доклад. А ты думайте сами, что с это хочете. А чему вы так говорите, быццам что-нибудь ведаете про гэты доклад?
Да лепш бы помер на той час, когда будет читаться этот доклад. Ой, дивное ожидание у вас, Бригитта Симонович. Выступать же придется. Это для меня горе смерти. Ну, так не выступайте, никто ж вас не примусить. Ага, не выступишь. Секретарь не дарует. Ну, что вы загодя хвалюетесь? А может, как раз доклад будет такий, что мы им выслухаем его с задовольнением. Да яким бы ни был этот доклад, а поверьте, я от его задовольнения иметь не буду. Никита Симонович, знаете, что я вам пораю? Вы плюньте на всех этой страхи и будьте человеком. Кажется, плюнуть на страх. А вы плюньте. Скажите, а вы были когда-нибудь Деникинским полковником? Ну, мне не доводилось. Вот это и видать. Никита Симонович! Я не верю, что это вы были с Зиночкой. Я готова не верить. Я не верю! Ну, это все бачили. Это ж не может быть. И не верьте, Вера Михайловна. Я завжди думал, что у вас вельми добрая и чулая душа. Дякую вам. Дякую вам за ваши чистые думки. Ой, який дивний чоловік. Сапраўды. О, мне ж треба збиратися. Я сьогодні в Москву О, доїжджаю. старый дурань! Я зусім забыл, что вы сегодня отъезжаете в Так. Москву. И на докладе Горлохватского не будете. Може, я поспію вернуться? Ну, шкода, коли спозднися. Доклад обещає бути цікавим. Я після прочитаю. Ну, добре. Пожадайте мені усього найліпшого. Усього самого найліпшого, Вера Михайловна. І ми не будемо сумувати. Дякую вам. Дякую. Вера Михайловна! Вера Михайловна, передайте профессору Никееву, что це жалко. Вера Михайловна! Вера Михайловна! О! День добрый, товарищ Суляв. Добрый день, товарищ Леонидович. Добрый день. Як живем? Ой, я только сказал, похвалиться нема чем. Что так? Да вы прочитал постановку, правда? И так мне соромно стало. Чому ж вам соромно? Потому что я такой боязливый, никчемный человек, малодушный просто до низости. Ти не занадто жорстко вибічуєтеся. Не, не занадто, не занадто. Вы же еще не все ведаете. Ну, я догадываюсь, что вы хотите мне сказать, о чем гэта справа. Именно что хочу. Или боюсь, что не поверите. Договорите, поверю. А коли я, например, скажу, что ведаю одного такого двурушника, что он же ученый, ошукивая науковую громадскость, шальмуя честных работников. Супокойтесь. Бываете такие, пробачьте. А коли я, например, скажу, что я народил нашей установы. Ну, я, магчыма, дрэнна ведаю людей. А коли я, например, скажу, например, Так. что ты наш поважанный директор, Александр Петрович Горлохватский. У яго, я думаю, ёсць недахопы, але боюсь, вы тут крыху перавялічваеце. Ну, вы бачите, я же сказал, что не поверите. Не. Говорите, поверю. Видите, конкретных доказов у меня нема. А я ведаю, что он неуч. У палеонтології він нічого не розуміє. І він не зможе друзить кості викопнути звичайні коров'ї костки. Ну, а як же він працу пише? Він не пише ніякої праці. Ну, вот же об'ява. Батрака він себе знайшов. То йому і пише. Не розумію. Ну я пишу йому цю працю. Чому ж ви гэта робіце? Тому що він мене примусив погрозами, а я спужався. Коли так, я покличу його сюди, і ми все висвітлимо. Что вы, товарищ Иванович? Ну что это пред цей боком не мигни. Я еще виноватым застанусь. Але ж ви повинні доказати ваше обвинувачення. Слухайте, а вот что вас попрошу. А нехай он прочитает это свой доклад. Так, А тогда одразу все станет ясно. ну, нехай читає. А я тим часом со свого боку некоторые факти проверю. Ну, теперь почекай. Будет тебе науковая праца. Будет тебе науковая ступень. Товарищ Нечипа, зайдите сюда на хвилину.
Товарищ, у меня до вас будет важное навуковое доручение. Якое? Навуковое? Якое? Знаете мне какую-нибудь костку? Якую? Да вы якую, только великую и не вельми свежую. Микита Симонович, а на что я на вам? Товарищ директор просил, и он пише навуковую працу. Так для порівняння. А, ну то може гэта. Однае будзе мало, я ще пошукаю. Не, хопить однае. Ну, брат, такий великий учений, що тільки глянь на эту костку. Ну як? Вельми добре, Олександр Петрович. У додаток до мого матеріалу. Один приятель прислав мені ось эту косточку. І з її допомогою мені вдалося кончатково установить новый вид доисторичного выкопля. А? Что это за выкопень? Это далекий продок одной нашей хатней живулины. Ну ось. Говорили, что ничего нового знайти нельзя. Но им керовництвом еще не то знайдете. Однако я хотел бы попередить вас. Махчиво некоторые наши положения могут оспрашиваться Какие? профессором Черновусом, Он профан в этой галине, он сам мне об этом говорил. товарищем Ливановичем. А этого... Пробачьте. Это новый торфовик. И інший. Это все товарищ. Потому что они все с палеонтологией мало знакомы и будут сдаваться дивными некоторые речи. А мы выступим в спречках и развеем усе их сумнения. Да. И это зробите вы. Я? Вы! От гэтага залежыць ваш лёс. Мне про это напоминать нема потребы. Тем лепш. Товарищи! Мне, скромному работнику палеонтологии, посчастливилось замасовать новую ступеньку в этой глине. И вас, товарищи, эта скромная костка, якую вы тут бачите, кончатково вырашае спрэчку ученых палеонтологов. Дальше. Удалось установить, что костка гэта з'яўляецца адным суставам пальцатай жывёліны, аб якой спрачаюцца вучоныя. Будова ногі гэтага выкапня вельмі падобна на якую мы бачым сёння ў нашай свіні, товарышы. Только опиралась эта шевелина при ходе не на 2 пальцы, а на все 4, з яких 2 крайние были крыху меньше за 2 средние. Так утворилась конечность нашей сучасной свиньи, у якой 2 пальца недоразвиты. Яна харчавалася травой, кореннями, плодами, якія ёй не тяжко было достать з дрэў, дзякуючы свайму велізарнаму росту. А калі ёй траплялі жывыя істоты, она охотно ласавалася імі. Ай, так може яна і людзей ела. Магчыма, і ела, калі яны былі не досыць пільныя.
Таким чынам, гэтая костка дае нам падставу меркаваць, што гэта велізарная жывёліна часткова падобна была на нашу свінню, а часткова на мамонта, з якім была у блізкім родстве. Двоюродной сестрой ему довозилось. Магчыма. Цікава. Дарэчы, што цікава? Усё цікава. Ад пачатку до конца. Дык на той на палеонтологія, таварыш. Дзякуючы гэтаму яе з поўным правам можна было назваць исполинской альбо мамонтовой свиньей, товарищи. Цікава, цікава. Товарищи, на гэтым я свой доклад скончыў. А зараз я прапаную приступить до абмерка... А чаго ты все я, ды я? Я и так стаміўся, читаючы доклад. Давай, вядзі. Вядзі сход, бо мне неяк нязручна, ўсё я, ды я. У кого есть пытанне докладчику? Можно мне... Сюдай. Смухни. Дозвольте. Ласка. Скажите, Александр Петрович, а где вы такой каштовный материал нашли для своей працы? Дякую за вельмі цікавае пытанне. Як я казаў вышэй, гэтую костку даставіў мне адзін мой знаёмы натураліст. Дякуй, пытанняў больш няма. У кого яшчэ ёсць пытанне? А чаго там пытацца? Калі ласка. Скажите, калі ласка, Александр Петрович, Калі ласка. до якога перыяду вы адносіце сваю знаходку? Да гэта? Да якога? Да гэта, ну як яго яшчэ? Яшчэ горад такі ёсць. Да Пензенскага! Да якога? Да Пензенска вона вага. Даруйте, такого перыяду в гісторыі я не памятаю. Вы, мабыць, хотели сказать до Пермскага. Товарищи, бачите, я лічу, что Пермский, Пензенский, это все ровно. Ну, вядома. Перм от Пензы не так уж далеко и знаходится. Это просто придирка до слова. У такім выпадку нашему докладчику вельмі пашанцавала. Я ж казав. У пермскі перыяд до сённяшняга дня яшчэ ніводнай свінні пранікаць не ўдавалася. Все правильно. Товарищи, гэта сведчыць аб тым, што моя знаходка вельмі старадаўняга паходжання, товарищ. До пермскага перыяду, калі я не памыляюсь, адносяцца жывёліны амфібіі, якія часта мелі жабры, маглі жыць на сушы і ў вадзе. І размнажаліся, даруйце, яйцамі. Товарищи, все правильно, товарищи, товарищи, вы ж, напевно, не раз наглядали, як наша сучасная свиня любить валяться у брудных лужинах. Это сведчыць аб тым, што яе цяга да старадаўніх продкаў. Так, я допускаю, что яе маглі быць жабры, что яна могла... Нести яйца. На вось табе ўсё смешна. Адразу відаць, што торфавік і глыбейче на метр зямлі не заглядывал. Нет, ты помыляешься. Я все сами так глубоко заглядываю, что могу докопаться аж до мамонтовых свиней. Даруйте, вы яшчэ сказали, что ваша свинья
ласавалася людьми. Я сказал, что махчима, что и ласовалася. У тым вось і справа, шановны Александр Петрович, што немагчыма. Немагчыма па той адной прычыне, што чалавек з'явіўся на много мільёнаў гадоў пазней. Сляды яго мы знаходзім толькі ў пачатку чацвярцічнага перыяду, а гэта намного мільёнаў гадоў пазней, чым жыла ваша свинья. Бачу я, что Александр Петрович с недоверием относится до моих выводов. Я знаходится еще в полоне у старой лекторы, у галерея палеонтологии. Так? Але есть ученые, які узростом и старые, але сердце молодые. И они не усмехаются, глядячи на наши поспехи, а радостно им аплодируют. Даруйте. У меня есть водку от профессора Никеева из Москвы. Зачитай. Поважали? Александр Петрович. Зауважьте, поважаемый. Попереднее ознайомление з вашей працей дає нам подставу заявить, что яна мае не толькі навуковае, але і глыбокае практычнае значэнне. Практичные, товарищи, практичные. У нас самих были подобные меркаванні, але мы не имели ни обходных фактычных данных. Тым больш прыемна канстатаваць, што гэтыя нашы меркаванні апраўдаліся в вашай выдатнай працы. Выдатный, товарищ. Ёсць, правда, некаторыя прабілы, якія відавочна тлумачацца тым, што не весь патрэбны матэрыял вами сабраны. Конечно. Пасля дэтальнага ознайомлення і сопоставлення ваших данных з нашими, мы прышлем вам падрабязную рэцэнзію на вашу працу. З павагай да вас, профессор Аникеев. Зверните увагу, товарищи, с повагой. Покажите. Так, не только глибокое практичное значение. Не разумею, ничего не разумею. Тым горш для вас. Ну, може, професор має на увазі у колхозах розводять таких свиней? Да нет. А що, хіба нельга? Яны ж давно померли. А, померли. Шкода. А може їх можна як-небудь знову одрадити? Не думаю. Ты в Киеве не спробовал этим заняться? Я был в другом разрезе. Что? Дивная проблема. Да. Подумайте, свиньяка. Большая за слона, с жабрами и яйца несе. Ты даже и людей ела. Ну, людей есть, и тому я и не дозволю. Тут альбо я вар'ят, альбо хто-небудь інший. У таких випадках треба бути самокритичним. Конечно. Дозвольте мені слово. Коли ласка. Повинен просто сказать, товарищ, что от доклада уважаемого Александра Петровича я у великим захопленням. Який польот думки, якое смелое проникнение в глубину сивых веков, прозалюбие, делюбие, плеоцены, миоцены и всякие іншие напластования, якая сила конструктивного розуму у Александра Петровича, что дала ему махчимость, только на подставе, выбачайте, одноения великой костки, намалевать нам яркий образ, да потом наживем. Правда? Правда засталось еще невысветленным, размножалась яна яйцами и чем-нибудь іншим. Але ж хіба гэта самое важное? Да чим бы там ни было, але ж яна все-таки размножалась и жила, и дожила до нашего часу, и зараз мы ее бачим як живую в образе Александра Петровича. Что? У докладе его Александра Петровича. В докладе Александра Петровича. Что да ты ж с оппозицией намеревается занять так званый профессор Черновусток? Я нам зусім зразумелая. Мы ведаем корень этих настроев, и они не являются для нас кичиканами. Да что там казать, товарищ? Я лічу, что доклад Александра Петровича это великий уклад
у нашу науку Зина! 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 До доклада у меня есть только одна невеликая заувага. Не думается, покольки эта жывёліна своим выглядом знаходилась посередине поміж мамонтом и свиньей, а ростом усё ж наближалась до мамонта, то ее лепш было б назвать не мамонтовой свиньей, а свинячим мамонтом! Не, это питание спрэчнае. В заключение я хочу от души подяковать. И думаю, до меня долучатся всем присутные подяковать Александру Петровичу за ту великую приемность, якую он доставил нам своим докладом. Дякую, товарищи, дякую. Дякую, товарищи. Я скончу. Хто яшчэ хоче виказатися? А можна мне? Нехай. Да что она разумеет? Нехай Ну, я говорить. что есть? Нехай говорить, Могу говорите. сказать. Товарищи, я ось тут слухаю все это и думаю, это ж якую голову має наш товарищ директор. Слухайте, я ж би коли на вас того думав, я ж би такого не выдумал. Моя б голова не вытримала, слушай, это взять звичайную костку, что под ногами валяется, поглядеть на ее и придумать, якими свиньи были миллионы год тому. Слухайте, для гэтага сапраўды треба розум мець. Я ось, коли мне костка за обедом трапится, и як маю быть, обгрыз ей в смете, мне не в голове, что посидевший над ней, я ж мог и великим ученым. Что там ученым? Я директором мог стать. Не всякая ж костка до этого подыходит. Так а я ж про що кажу, костку ж треба було з розумом вибирати. Ось гэтую костку я так само у сміті хотів. А де ви її могли бачити? Ну як, бачу, гэта, ось товариш директор казав, що гэтую костку йому знайомий натураліст принес. Дик я гэтого натураліста ведаю так само, гэта тюлик я її в коридор привела. Глупство, я Тюлик, натурально собаку мою так Який зовут. тюлик? Да я пьяный, я Я пьяный. ну що я хотів? А що? На что тише? Травжа, Вова! Что? Ты алкаш! Вибачайте, коллеги, вибачайте. Алкач. Ну, хто наступний? Михаил Александрович, кай что ля? А вы не хотите выказать свою властную думку? Я? Вы? Ні. Я, власне кажучи, а може, Олександр Петрович радій? А ви незалежні від Олександра Петровича. Ну що ж, коли так, пробачте. Я повинен сказать, что выслухал доклад поважаного Александра Петровича с великой цікавостью. Вельми оригинальный доклад. И метод доследования зусім новый, неким до гэтага ще не ўжываны. Ну и смелость. Да так, смелость. Сама головная гэта смелость. Гэтага у Александра Петровича никто не отдарит. А что до назвы, то спрэчка об этом я лічу зусім лишней. На мою думку, лепш за ўсё карыстацца агульнапрынятымі лацінскімі тэрмінамі. І паколькі, як паведаміў нам дакладчык, вучоныя ўжо спрачаліся аб гэтай істоце, то і адпаведны навуковы тэрмін, напэўна, ўжо існуе. По латыни яна так само будет называться исполинской свиньей. Ну, гэта ж яшчэ не зусім па латыні. У перакладзе. А, не. Цікава гэта гучыць па латыні.
вас не разумею. А я вас, Александр Петрович, тепер уже зовсім добре розумію. До сьогоднішнього дня я думав, що маю справу, ну, коли не с солидным ученым, так с сумленным человеком. Что вы хотите этим сказать? Я хочу сказать, что вы пройти свет. Что? Я директор установы «Пройти свет»? Это непоразумение, что вы директор установы. Вы пройти свет и авантюрист. Я не дозволю! Успокойся ты. Дозволишь. А вы, профессор, спокойнее говорите. Даруйте. Ваших доказов мы еще не чули. Даруйте, хіба можно тут спокойно говорить? Вы только гляньте на эту костку. Это ж костка самой звычайной свиньи, зарезанной месяц тому. Раскопки нашим докладчикам велися недалеко на заднем дворе ресторана «Европа». И помощником ему это был той самый Чулик, про якого казав наш Нечипар. Я все зрозумел. Это вы подговорили Нечипора и напоили для смелости. Товарищи, зверните увагу, так денничий ворог. Як би ви мене не обзивали, я вам не дозволю опошлять нашу науку. Ого, який дом. Так, не дозволю. Я їй ліпші годи свого життя віддав. І ніякі шарлатани. Товарищи, ось так денничий ворог. Весь город ведает, что он ворог. А до Сурьева прогнали. Один и притулок, он знайшов тут, у мене. Ну, признаюся, дякуючи моїй слабості. Але з гэтим треба кончать. Вип'єм його! Ядовіті зуби, кабоч нікого не кусали. Что это Доволі такое? цацкалися, товариші. Ты что, некий скандал? Это спречки по докладу товарища Горлохватского. Нічого собі спречки, коли до зубов дійшло. Ну, а профессор Чорновуз не згоден з докладчиком. Так що за гэта одразу в зубы? А у них справі да не мешайтеся. А профессор Амінкеєв вельми добре відзивається об этой праці. Ось. Это жульництво и подлог. Письмо фальшивое? Нет, и оно не фальшивое. Але оно было адресовано профессору Чорновусу. Вось, я привезла копию. Товариші, гэта змова супраць мяне. Усе ведаюць, што гэта полюбовніца Чорновуса. Товарищ Золкин гэта ведае. Вы лгун и подлец. Что? Ах ты. Зараз по телефону викуду след. Успокойся. Ай, болючий, ти що? Ой. Позвонено. Ти догадався гэта зробити раней? Малайчина, правильно. Товарищи, Товариші! сядайте. Дякую. Товарищи, Товариші! я лічу, што гэту камедыю пора скончыць. Так, каб для некаторых яна стала трагедыяй. Так яно і будзе. Так, згоден. Товарищи, я прошу прабачэння, што заключнае слово замест докладчика прыйдзецца зрабіць мне. Ну нічого, калі ласка, говори. Але я ведаю пра Украіну. Так, про Україну не треба. Про Україну не треба, чуєш? Про Україну не треба. Дык вось, я ведаю пра Украіну. Про Україну не треба, ну. Я ведаю пра то, як ваши прыцелі перакінулі вас сюды з фальшывым пасведчаннем. І тут, проводячи свою подлую работу, вы ошельмовали профессора Чорновуса, терроризовали товарища Тулягу. Да что ты... Так,
Зрозумів. Віншую вас, Олександр Петрович. Віншую. Вельми цікавий доклад. Пробачте. Пробачте. Пробачте, товариш. Вельми важная нарада. Товариші! Прошу всіх у банкетну залу, товариші! Александр Петрович! Олександр Петрович, та що ж це робиться? Вера Михайловна, за что же отравливается? Это выходит, что я. А я? Микита Симонович! Микита Симонович! Усе буде добре. Я? Усе буде добре, розумієте? У нас все буде добре. Ось так, хазяїн. У историю, якую мы вам тут распавялі, вы можете не верить. Гэта інстытут, які згубіўся ў часе і прасторы. Але ж ён ёсць, ён існуе ў нас, у нашых душах. І чым хутчэй ён знікне, тым будзе лепш.